Первые 10 джипов прибыли в Киев в рамках поставок нелетального вооружения со стороны Соединенных Штатов. Президент Порошенко приветствовал 25 марта партию «Хаммеров» в киевском аэропорту Борисполь. Транспортные средства предназначены для отрядов, сражающихся с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Ожидается, что в течение ближайших 1,5 месяцев будут доставлены в общей сложности 230 джипов. Киргизстан. В Бишкеке прошел Центральноазиатский саммит по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Форум, организованный с помощью британского посольства, собрал сотрудников служб безопасности из бывших советских республик. Киргизский спецназ в течение нескольких месяцев отрабатывал методы борьбы с возможной угрозой со стороны боевиков исламского государства. Считается, что сотни людей отправились в Сирию, чтобы примкнуть к воюющим. Сербия. Десятки тысяч людей собрались в Белграде на автомобильном шоу. Наибольшее внимание вызвал спортивный Mercedes-Benz, продававшийся по цене около $200 тысяч. Большинство людей в стране, где средняя зарплата составляет около $300, приходят просто посмотреть. Годичный скаутский лагерь для иракских девочек основан в провинции Бабиль на месте древнего Вавилона. Скаутское движение было восстановлено в Ираке в 2004 году. Инструктор сказал, что организация учит навыкам, необходимым в истерзанной войной стране. В этом году в лагере прошли уроки помощи внутренним перемещенным лицам, оставшимся без современных удобств.